Да, выезжаем на один вечер. Я столько вещей понабрал, как обычно. Еще мы должны Игоря посадить как-то сюда. Блин. Так. Семен первый ко мне пришел. Сейчас едем к остальным, забираем Игоря. В общем, сегодня у нас какой? 23 уже мая. 1 июня я уезжаю домой в Питер. И, возможно, на все лето, скорее всего. И очень хочется вот эти летние, уже летние деньги в Якутии. Сейчас тепло в Якутске, 20 градусов, 20 с чем-то градусов. Хоть немножко побыть на природе. Сейчас у меня сессия идет, да срочно сдавать надо, вообще не выбраться. Но Саня Кондаков меня, Санек, спасибо, уговорил. Сбаламутил он парней. И мы сейчас вот буквально, сегодня пятница на вечер, приезжаем, хотим на Кинкими. Я вон байдарку взял поплавать, попробую сегодня. На байдарке тоже очень хотел поплавать. И просто проведем вечерок в лесу у костра. Ладно, поехали за Игорем. И дальше что-нибудь вам интересное покажем. Это будет такое прощальное видео с Якутией на этот период. Да, конечно, в это время в городе пробки везде. Еле-еле пытаемся выехать. Закрыто. Приехали за Игорем. Так вот, Игорь себе гараж отстроил огромный. Там 4 машины помещается. Домик красивый. Вообще уютный. И тут еще как-то моя машина зимовала вот на этом месте. Ну, поляна баня там почти достроена. Ну, работы всегда хватает, у них всегда что-то делается. Привет! Здорово, бандито! Готов поехать в лес? Отлично. Я готов. Вот это Игорь, тоже наш друг. Тёма, Артём, иди сюда. Ну, смотри, как он гоняет. Нормально, нормально. Стой, вот тут нормально? Нормально. Нормально. Еще чуть-чуть. Парни меня ждали. Стой, снимай. Ну ладно, идите, здоровайтесь, потом я. Вот Санек, Джилстан к нам присоединились. Все, вся банда в сборе. Борьба, хоть. Да он снимает, да? Конечно, выбрались. Вот Санек нас баламутил, молодец. Сзади пришла идея, говорит, давайте я вас вытащу хотя бы на вечер. Мы такие, нет, времени нет. Надо работать, учиться. Сегодня нам будет петь песни. Я взял гитару. Да, Саня? Будешь петь? Да. Ждем. Вот наша Саха-банда моя. Мои близкие друзья вот собрались. Банд Саха. Да. Не панда Саха, Банда. Банда. Банда, да. Ладно, еды пойдемте покупать. Пойдем. Так долго собирались, и у нас теперь не открывается машина. Что за день сегодня, а? У тебя же. Что делать? Закинь машину. Ну давай. Все ко мне теперь. Нет, сегодня у меня. У тебя, да? Да. Такая ситуация. Такая ситуация, то есть, И что ты делал? конечно, я стекло взял и нажал. Ты сегодня дипломная работа. Тихо. Дипломный взял? Нет, Сдал? нет. А что нет? В июне у тебя диплом, да? Вот Да, в июне. Джилус тоже студент у нас. Красавчик. Уже дипломную работу сделал. Да, конечно. Спектакль в цирке сделал на военную тематику, да? Да. У тебя там. День Победы, День Победы, День Победы. В общем, такая ситуация. Есть служба, которая приезжает, вскрывает машины. Вот у нас сейчас, получается, надо дотянуться до аккумулятора, скинуть клеммы, чтобы ее обнулить. И сигналка что-то там у нас должна очнуться. 1500 нам сказали, это будет стоить. Сейчас вот человек приедет, должен открыть.
Гаврил подъехал, и тут уже все знакомые, оказывается. Ну-ка, стой, покажи, как это делается. Подушка, да? Тут? Это ты просто сделал щель, да, чтобы туда пролезть, и потом ей... 7 же интересно. Да, не просто, оказывается, с той стороны не получилось. Сейчас мы тут пробуем эту дверь. Уже тут час, наверное, пытаемся. А у тебя были такие случаи, чтобы так долго? Нет. Первый раз, да? Вот ну везучие, а? Уже надо думать, как капот может приоткрыть. Короче, в итоге подцепили капот, открыли. Предположили, что сел аккумулятор еще. Моя теория была верна. Дело в вакууме было. Да, оказывается. Наш сегодняшний герой, говорю. Да, спасибо. Вот смотри, мы все время вот так тянули, Ага. а надо было просто нажать вот так. Ну что, время 10:30, и мы только выезжаем, да? Хотели во сколько? Хотели в 6, из-за меня выехали 7. в 7. Не, не из-за меня в 7:30. Потом уже, в общем, Главное, едем. главное уже едем. Да, уже спать пора, а мы еще едем только. И завтра всем еще рано нужно в город вернуться. Вот такой у нас отдых получается. Но мы с тобой, Семен, задержимся, наверное. Да? Чуть-чуть поплаваем на байдарке. Мы 5 километров сюда пробежали, короче, да? И вот эту гору 3 раза поднимаемся. 3 раза туда-обратно, Да. туда-обратно. Потом на середине спускаемся и 3 Чуть-чуть раза маран. ускорение. А, да? Да. Это вот Семен у нас ходит на борьбу, готовится к соревнованиям. В июне соревнования. Ждем от него победы. Несмотря на то, что колено у него требует операции, болит постоянно. Вот сила воли у человека, а он занимается каждый день. Потому что оперировать тебе сказали, и потом год восстановления примерно, да? И тогда никаких соревнований тебе не видать. Поэтому вот цель поставлена, вот реально ходит, терпит, мучается, но До конца. занимается. Красавчик. Ах, дорога. Дорога домой. Семен у нас с Верхневилюйска. Для него эта дорога ассоциируется с домом. Но мы не домой. Поехали 600 километров. Это Вилюйский тракт, сторона Вилюйска, Верхневилюйска, Мирный в ту же сторону туда. Дальше через 4 переправы. Прямой дороги нет до Мирного, там через реки надо переправляться. Говорят, здесь какая-то гонка проходит. Ну-ка. Сейчас тут главное аккуратненько проехать. Обалдеть, столько машин. Езжай. А что за, где это вообще? Ну, езжай просто. Стрёмные звуки. Ну, они там. Ну смотри, езжай вон. Не, взять не делай, просто проезжай. Что еще делать? Ну, что за бред? Ни хрена себе. Вот так езжай. А? Газу. А так можно разве делать? Я аж растерялся, но я языками, наверное, на самом деле стрёмно стало. Первый раз такой. Какое-то интересное место мы приехали. Куда нас везет Джулс? Вот и наша любимая речка Кеньками.
Блин, красота. Птички поют. Но мы едем дальше. Мангал мы, конечно же, забыли. Мясо набрали, мангал не взяли. Вообще красавчики выехали, парни. Ну ничего, главное собраться выехать. Остальное все ерунда. Смотрите, какое шикарное место. Полянка. Здесь вот будет костер. И Кейн-Кеме. Здесь берег такой обрывистый. Но подойти можно. Байдарку спустить и завтра с утра поплавать. Или сегодня даже ночью. Течение такое приличное, кстати. Надо проверить его внимательно. Фу, какой кайф! Я первый раз выбрался в этом году на природу. После долгой зимы, особенно здесь, в Якутии, это огромное удовольствие. В Питере, когда я был, я так радовался, когда мы на майские праздники выезжали на природу, когда долго ты в городе, в мегаполисе находишься. И сейчас этот выезд просто наипредвкушайший мной, хотя мы даже не планировали. Саня мне вчера позвонил, говорит, давай, все, надо выбраться, тем более ты скоро уедешь, когда мы еще вот так вот с друзьями соберемся. И собрались. Слушайте, это просто эмоции. Воздух чистейший. Птицы поют. Это просто кайф. А не, второй стол тоже сделаю. Не, я имею в виду, ножки не буду менять. Чтобы по одному размеру? Да. Вот так, нормально же будет? Угу. Сейчас быстренько, супер, у нас лагерь будет. Как хорошо, что в свое время я в машину положил такую печку, это щепочница. Ей уже много лет, на самом деле. Я в свое время радовался, когда я купил. Для чего она используется походниками? То есть вот так вот она раскладывается, дно опускается и сверху ставится решетка для котелка. Она как раз как распорка работает, чтобы устойчивость этой печки. Ну, вот, все. И сюда сидишь, подкидываешь всякие палочки, веточки. Вот так прям по земле собираешь, шишки. Да. И тут вполне вот можно воду кипятить, что-то готовить сверху. А мы сейчас попробуем здесь приготовить мясо. Да, вот пару кусочков. Мангала нету, зато есть микромангал. Вот Семен у нас хочет. Для Семена. Да, хотя бы для Семена. Вообще вот класс. Офигенная вещь. Вот, готовятся кусочки. А Саня у нас в котелке тоже. В общем, выход всегда найдется. Ребята наши саха знают, как готовить еду. Даже на костре и палках. Да, Саня? Суп. Мясо есть. Ну и супчик тоже сварим. Покормили духов местности. У саха так принято в любом месте, в лесу, где-то обязательно оладушки, какой-нибудь кисломолочный напиток, молоко, бырпах. И, конечно же, надо обязательно покормить огонь. Это традиции, которые все соблюдают строго, и я уже в том числе. Саня делает шампуру, а? Тут, наверное, только спереди, потому что на костре же будем держать, да? Насадим. Сырое мясо иногда бывает горячее. Горячее сырым не бывает. Эй, да. Вот отлично получилось, да? Смотри, все по походному. Жареное в котелке и на шампурах импровизированных. Идеалити. Приятного аппетита, парни. Сақам сирин көк сайынын сағыламын ылатарбын әдәр сәнә әрдәк бине кәлин күрі жарсас ылыға ылықтарбын қарсабыға қалықтара саналарым
Kanlık ere alastarıgan Çağıl gün körük dünden Sırdaki sırdattından Ilırırım algıstanlından Çol sorgu dost koydundan Bağasanam tolundan Üdüköyüm dongo didindan Anı bine yeke Sürekten taksarıtılar bir Sürekten taksarıtılar bir Ой, четко сейчас. Да, Хаска, это кем? Рыба толая реки. Эти ран. Байбал хэмээ бүрээд жөө. А так кем рыба таймына? Аня, ратын билем. Рыба реки. Атақты тағылап берек тағыйды. Батыжыз. Барады такын да. Мен кинди баралламын. Gittin ama. Ажезиттен ағыламын. Атамын аяру гауды жөйді. Жөйбай ойда. Tamam, sen Это масака. Хорошо, вот надо. А так платить. Ночевать сегодня устроились кто где. Палатки Семен, парни вот вдвоем в машине, я в гамаке спал. Вон там. Игорь тоже вон в гамаке развалился. Шикарно. Сейчас Семен решил поваляться. А я, пока есть время, мы же скоро поедем домой. Собрал вчера свою байдарку. Наконец, год она не ходила по воде с прошлого мая. Был сплав по речке КТМ. И вот вчера я ночью немножко поплавал. И сейчас пойду спокойно, никуда не торопясь. Поднимусь вверх по течению и спущусь вниз. Вообще народ Саха одухотворяет всю природу. Все имеет душу. Можно сказать, все живое вокруг. И вот принято кормить духов леса, духа огня и дух реки тоже обязательно. Поэтому кинкиме тоже мы, ну, как говорится, покормим, задобрим. Прям сдувает назад. Я как чувствовал, что могу встретить туристов тоже сплавляющихся. Да. А кто там? А, ничего себе, я так и чувствовал, что я увижу туристов и еще увижу знакомых туристов. Обалдеть. Так они потом встали. Здравствуйте. А? За поворотом встали. Здравствуйте. Кто там встал? Там еще два ката. Да, здравствуйте. Круто. Рад видеть. Петя, а ты один? Не, мы там с ребятами просто отдыхаем, и я решил вверх немножко по течению подняться. Да, видишь, какой ты, Русик, ты вырастешь, тоже сможешь. Покатать тебя на байдарке? Я могу, тут два места. Я людей сюда сажаю. Что, проплыться? Ты давай Сейчас. попробуй, да. И вернусь к Это вам. не будет в шоке. Течение отсюда. Да, вечером, говорят, дождь будет, а сейчас как раз вот самый денек такой. Позагорать. Мы покупались вчера. Вода такая. Вы чё? Ну, как бы нормальная, да? Купальный сезон.
Ничего себе. Я вот куда ни попаду, везде знакомые лица, вообще здорово. Ну, у нас же Якутия Ну, маленькая. с Аргланом мы давно знакомы. Видимся не так часто, но в таких вот случайных местах иногда. Мы вместе ходили, когда на Мусхаямы готовились, вместе ходили на курсы. Ну, там мы познакомились. Курсы альпинистов. Второй школы. Привет туристам. Да. Ну, Эркин — это мой псевдоним якутский, я с Питера. И Эркин — питерский якут. Вот, ребят, сколько туристов собирается у нас. Каждую неделю же возите, да? Где-нибудь раз. КТМ было, кстати? Я же отказался от КТМ. Да? Там, слишком много народу. Хорошо. Да, спасибо. Вам спасибо. Мне тоже всегда очень приятно, на самом деле. Ну все, в туалет сходили, давайте. Давайте. Ну, как хорошо идти по течению. У нас там целая фотосессия получилась. А что у вас так много народу? Откуда? А, это... Вторая школа. Какая? А, вторая школа, да? Только что О, про вторую школу говорили. Эркин, да? близкая мне школа, да. Питерский знаем, да. Мы ходили в школу. Мы как раз на альпинизм ходили туда. Да, очень приятно. Что, давайте тоже сфоткаемся тогда. Раз такое дело, да. Ребята, давайте. Игорь, так приятно тебя было увидеть. Взаимно. Мне тоже очень всегда. А я тогда как-то на работу же к тебе пришел, да, даже было? Случайно встретился, я забыл, где это? В пенсионном фонде? В ЗАГСе. В ЗАГСе, да? В ЗАГСе. Но я по какому-то делу приходил, не помню. Ну давайте, хорошего отдыха, удачи. Ура, спасибо. Сегодня классный день. Для сплава вообще самое то. Да. Вот так вот в Якутии мне всегда очень приятно встретить и знакомые лица, и в принципе людей, кто наблюдает за творчеством, всегда так вот радостно, дружелюбно принимают. Это тепло, скажем так. Именно в том числе и поэтому мне вот так здесь в Якутии хорошо. Но домой съездить тоже всегда приятно. Сейчас с большой радостью еду к родителям, к сестренке. Это будет тоже такое очень теплое путешествие. И потом с такой же большой радостью я вернусь в якутскую зиму снова. Я думаю, за лето я по ней соскучусь. Это точно. И теперь можно просто вот так вот самосплавом вниз по течению побалдеть. Что, парни, кайфуете? А? Балдеете, говорю. Хорошо так. Каждый занят своим любимым делом. Я тоже. Смотрите, на берегу лежит СРГ. Видимо, сюда принесло течением. Сейчас хочу поближе подойти, снять. СРГ — это якутская коновязь. Издревле привязывали лошадей. Возле дома устанавливал всегда хозяин. И это подтверждало, что местность вот, имеет хозяина. Но также это всегда имело сакральное значение. То есть на какие-то обрядовые СРГ есть разные. То есть это на самом деле это очень такое для народа Саха очень сакральная вещь. Есть такой чувак, к которому можно приехать, оставить, не волноваться. Понял, да, про что? Спасибо, да. Вот. Следующий чувак. Ноги можешь в упоры засунуть, видишь, там такие петли. Да. Это специально, чтобы с ней слиться как единый механизм. Балдеж, конечно, на байдарке поплавать. Что у нас по рыбалке, кстати? Семен тут сидит, развлекается. Сколько рыб поймал? 10? Да, штук 10. А ловит он вот такую маленькую рыбку. Называется она мундушки. Здесь ловится в Кинкиме. И говорит, что они очень вкусные, жареные.
склеивают малыши. Можно сделать как анчоусы, либо как шпроты. Да. На поплавок, на червя. Да. Всегда, когда с ребятами в лес ездим, каждый берет с собой сахабгах, якутский нож. И прикольно смотреть, что у каждого он вообще свой, по-своему сделан. У всех разные. И вот часто собирается вот народ так вот вместе, я сколько раз наблюдал, и ножи друг друга рассматривают. Потому что действительно они вот один не похож на другой часто. Вот такой. Да, это мандарусовский. Мандарус сделал, да? Это легенда. Мандарус это вообще, да, самый... Ему уже 4 года. Видишь? Ну, это некачественный уход за ним у меня. Ручка делается из березового капа, он плавает, если в воду уронить, он поплавок будет. Вот у меня металлический больстер. Есть костяной, из рога делают, кожаные ножны, у тебя тоже из кожи, бывает из бычьего хвоста делают ножны. У меня вот такие еще здесь есть огниво и правило получается. Ой, ну, она, да, правило же называется, по-моему, такие вот, можно костер зажигать. Это мне Данилов Александр Дмитриевич нож сделал в 2019 году, ему тоже уже 6 лет. Вот это тоже того времени, кстати. Да? Побратаемся. Ну все, поляну прибрали, как будто бы нас тут и не было. Доедаем завтрак и в дорогу. Отлично отдохнули, да, парни? Спасибо, ну, природе. Вообще, спасибо нашему главному организатору Александру за то, что он нас всех сбаламутил резко, вытащил.